Национальная библиотека, я считаю, что тоже очень важную, конечно, роль играет. Вот организовывать такие выставки очень важно. Тем более фотографов-любителей. Профессионалов у нас много, и правильно сказали, вот мы сейчас беседовали с Игорем, да, что для многих фотография стала бизнесом. А люди, которые просто любители, они делают это для души, но тоже нужно обязательно где-то показывать свое творчество, потому что мне кажется, что у любителей чаще всего фотографии даже получаются лучше. Ну, иногда, по крайней мере, так как их много, то и можно выбрать фото те, которые просто шедевры. Я хотел бы сказать еще о том, что очень важно любить свой город. Да? То есть мы здесь видим такие фотографии, которые там, выражают в том числе и любовь к городу. А город, который не любит, он впадает в депрессию и деградирует. Наша администрация, то есть мы, я не знаю, как, может быть, вы видите, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать наш город лучше. Ну и в плане развития творческой составляющей нашего города. То есть сейчас у нас такой есть проект, это открытие творческих мастерских на территории города. В ближайшее время откроется первая творческая мастерская, где будут и художники, и фотографы, кстати, в том числе. Художники и фотографы имеется в виду. Вот. И музыканты, и так далее. То есть там будут некие кураторы, которые будут организовывать вокруг себя пространство, привлекать там, молодых людей, взрослых людей, любых творческих людей, которые могли бы между собой общаться и развиваться. Инициатором этой выставки, конечно, выступила Национальная библиотека, но поддержали не все фотографы. И особая благодарность Сергею Ланье. Он откликнулся на нашу просьбу показать свои работы, но он расширил формат нашей выставки и пригласил с собой и профессионалов, и любителей. Говорить можно много. Я думаю, что работы, они сами за себя говорят. Каждый человек, каждый фотограф, он в любом случае он творец своей души, свое мировоззрение. И в фотографиях это все показывается. Любить город надо. Нужно освещать как можно больше. То есть мы, даже обычный человек, который имеет самую простую фотомыльницу, должен снимать, должен оставлять о себе, о своих детях, о своих внуках. Все, что происходило, это наша история. Историю мы должны беречь, умножать и лелеять. Было принято решение, что в течение работы всей выставки работы будут добавляться. Будут появляться новые авторы, новые видения города, новые лица появятся здесь. Поэтому выставка не тормозит, она не замерзает, она будет двигаться дальше и дальше и дальше. Что еще хочу сказать? Появилась в процессе, когда создавалась эта выставка, то есть начался набор фотографий, потихонечку пришли к той идее, что не должно закончиться только выставкой. И появилась идея создания книги о Ижевске на основе этих снимков. Поэтому даже те, кто сейчас не выставил свои работы, кто чувствует в себе хоть маломальский патриотизм по отношению к нашему городу, кто хоть немножко держит фотоаппарат, присылайте ваши работы. Они останутся на долгие-долгие времена, не только в ваших альбомах. Не дал неизвестный провод, рубиновый брат зари. Она говорит, попробуй увидеть все изнутри, и ты смотришь, как умалишенный, чем дальше, тем громче стук, и ты падаешь изможденный от яда ее наук. И ты говоришь ей, здравствуй, не хочешь пойти со мной? Она на все согласна, лишь бы не быть одной.
И начинается дождь. Чувствуя запах кензо, ты прячешься под навес. И тут кто-то вбегает с бензо и ловит наперевес. И ты говоришь ей здравствуй, не хочешь пойти со мной. Она на все согласна, лишь бы не быть одной. В люди, если в утробе зверь, но голова на блюде указывает на дверь. Эй, джентльмен, наш ресторан закрыт. Ты первым уйдешь со сцены и вскоре будешь забыт. И ты говоришь ей здравствуй, не хочешь пойти со мной. Она на все согласна,